Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие ребята, продолжаем готовиться к конкурсу по суре Аль-Фатиха, по суре, которая открывает книгу Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы прочитали 4 аята. Где Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Альхамдулиллахи Раббил Аламин». Вся хвала одному Аллаху, и Он Господь, Владыка всех миров. Ар-Рахманир Рахим, Он милостивый, Он милующий, Он дарует милость. Малики Яумиддин, Он царь, Он владыка, Он властелин дня суда, судного дня, дня, когда мы будем отвечать за нашу прожитую жизнь. Ияка нa'буду ва ияка настагин. Только Тебе одному мы поклоняемся, и только у Тебя одного мы просим о помощи, только к Тебе одному мы взываем о помощи. И в следующем аяте Всевышний указывает, что мы должны просить. Всевышний нас учит, что мы должны просить. Самое важное. То, что надо, очень надо каждому из нас. Мы говорим: «Ихдинас сираталь мустаким». «Ихдинас сираталь мустаким». «Ихдина», веди ты на нас. Веди нас, о Аллах, сираталь мустаким. Это дорога, это путь. Веди нас путем каким? Аль-мустаким, прямым, правильным путем. И путь арабы называли путем не только дорогу. Это не только дорога, то есть веди нас прямой, правильной дорогой. Не только называли путем дорогу, также арабы называли путем дела и даже слова. То есть, когда мы просим в этом аяте, Аллах Субханаху ва Тааля нас даже обязал это просить. Он обязал это просить, а Всевышний обязывает только самым лучшим. Он обязал нас говорить: веди нас прямым путем, веди нас прямой дорогой, веди нас к тому, наставь нас на то, чтобы мы шли по этому прямому пути, чтобы мы совершали дела тех, которые идут по этому прямому пути, чтобы мы говорили слова тех, которые идут по этому прямому пути. И это путь, он ясный, он четкий, он прямой. То есть это как хорошая такая трасса с указателями. Понятно, куда надо идти. Ясная, прямая дорога. Это не что-то такое скрытое, мистическое, которое надо где-то искать, надо кому-то идти шепотом спрашивать, что это такое, как туда добраться. Нет. Аллах Субханаху ва Тааля облегчил нам узнавать этот путь. Аллах Субханаху ва Тааля объяснил, что это за путь. И Аллах Субханаху ва Тааля, Он тот, кто помогает идти по этому пути. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он сообщил, Аллах приводит притчу о прямом пути. То есть в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщает то, что Всевышний нам объясняет, что это за путь. Сират аль-мустаким, что это за путь? По обеим сторонам пути стены. То есть этот путь, это дорога, а по бокам что? По бокам стены. И в этих стенах открытые двери. И эти двери, они занавешены шторами. То есть, представляете, да, вот дорога, путь, прямая, четкая, ясная. По бокам еще есть стены. И в этих стенах двери, а на дверях занавесы, шторы. И на пути стоит глашатай. Впереди стоит тот, который оповещает, который кричит, который говорит, напоминает тебе: «О, люди, следуйте прямым путем и не сворачивайте». Он говорит: идите по этой дороге и никуда не сворачивайте, идите только по этой дороге, идите только прямо. А над путем, над этой дорогой стоит еще один глашатай, еще один тот, кто взывает, тот, кто оповещает.
И когда человек хочет открыть какую-либо дверь, вот он сбивается с этого пути и хочет зайти в какую-то дверь, или справа, или слева. И тот глашатай, который сверху, он говорит: «Горе тебе, о человек, горе тебе, то есть тебе будет несчастье, если ты откроешь какую-либо из этих дверей, ты обязательно войдешь в нее». Он говорит: не открывай эти двери, не приближайся к ним, не отворяй эту занавеску. Если ты откроешь, ты туда войдешь. Затем объяснение. Путь – это ислам. Путь, вот эта дорога, которая описывалась в хадисе, это ислам, это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Две стены – это заповеди Аллаха Субханаху ва Тааля. А в этих стенах, которые открытые двери, это запреты Аллаха. Кто переходит через эту стену? Кто заходит в дверь, что он делает? Он совершает грех. Двери открыты, он заходит туда и совершает грех. И даже если он к ним приближается, он может туда попасть. Кто стоит над этим путем и говорит: не сворачивайтесь с него, идите прямо, это Писание Аллаха Субханаху ва Тааля, это благородный Коран. Вот эта книга, которую Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал через своего посланника Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, эта книга ведет нас по прямому пути. И она нам говорит: не сворачивай никуда, иди прямо, иди вперед. Она нам объясняет, как идти надо по этому пути. А глашатай, который стоит над путем, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, что это проповедник в сердце каждого верующего. Аллах Субханаху ва Тааля внушает в сердца верующих искренних рабов, они понимают, что такое грех. И Всевышний таким образом нам помогает идти по этому прямому пути. Как Всевышний помогает? Всевышний ниспослал свое Писание. Мы обязаны изучать это Писание. Мы изучаем это Писание и узнаем, что такое прямой путь. Узнаем, как надо идти по этому прямому пути. Узнаем, что такое грех. И узнаем, как мы должны остерегаться от этих грехов. Это помощь от Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний отправлял своих посланников, пророков, и последний пророк, посланник, это Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, печать пророчества, после него уже не будет никаких пророков. И он нам объяснил этот прямой путь, как мы должны по нему следовать. И мало того, он является примером, как надо идти по этому прямому пути. Его сподвижник – это пример для нас, как надо идти по этому прямому пути. И Аллах Субханаху ва Тааля еще помогает, Он устанавливает в сердце верующего человека то, что он понимает, что это прямой путь. Со всех сторон Аллах Субханаху ва Тааля помогает, Он дает ильхам, Он дает тауфик, Аллах Субханаху ва Тааля наставляет, дабы мы шли по этому прямому пути, и чтобы мы с него ни в коем случае не сворачивали, чтобы ни в коем случае не заходили в боковые двери, которые являются грехами, которые являются запретами. А что в конце пути? Ребята, подумайте, что находится в конце этого пути. Аллах Субханаху ва Тааля сообщает в суре Аль-А'раф, когда люди, верующие рабы Аллаха, заходят в рай, когда они видят вот эти вот райские прекрасы, райские наслаждения, когда они вкушают райские плоды, когда они видят райских обитателей, когда они обходят свои райские дома, свои сады, когда они видят вот эти реки, да, реки без берегов, субханаллах, невозможно описать. Когда они все это видят, когда они видят, что им даровал Аллах, субханаху ва тааля, они говорят: «Альхамдулиллях», хвала Аллаху. Они благодарят Аллаха, субханаху ва тааля, они восхваляют, восславляют Аллаха, субханаху ва тааля. Они говорят: «Альхамдулиллахи лази хадана лихаза». Хвала Аллаху, который хадана, Он наставил нас лихаза, к этому. Он привел нас к этому. Он привел нас к этим райским садам. Вот конец этого прямого пути. Мы когда говорили про аят «Малики яумиддин», то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он владыка судного дня, Он владыка дня расчета, и в этот день
одни люди попадают в рай, другие люди попадают в ад. Итогом этого дня является то, что одни люди попадают в рай, другие люди попадают в ад. Дай Аллах, чтобы мы все были из числа обитателей рая. И не дай Аллах, чтобы мы жили как обитатели ада, чтобы мы следовали их путем. Да упаси Аллах, субханаху ва тааля, нас от этого. Дай Аллах нам всем оказаться в раю. И одна дорога, одна единственная дорога, которая ведет в рай, это вот сират аль-мустаким, прямая, четкая, ясная дорога, которая описана в книге Аллаха субханаху ва тааля, которую показал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям своим жизненным примером. Вот эта дорога, и по ней нам надо идти. И это мы просим каждый раз, когда читаем суру Аль-Фатиха. Это самое-самое важное. А кто свернет с этой дороги? Кто свернет с этой дороги, куда он придет? Он придет в огонь. Единственная прямая дорога – это религия, ислам. И дай Аллах нам всем идти по этому пути, по этой дороге. И в следующих аятах, в последних аятах Аллах субханаху ва тааля нам рассказывает про тех, которые уже прошли по этому пути. И рассказывает про тех, которые сбились с этого пути, дабы мы точно знали, что это за дорога. Чтобы для нас был пример, чтобы мы вот точно знали, для нас было ясно, не было никаких сомнений, как мы должны жить, что мы должны делать, чего мы должны остерегаться, чтобы дойти до того заветного места, до милости Аллаха субханаху ва тааля, до райских садов. И Аллах субханаху ва тааля также рассказывает в последних аятах качество тех людей, которые сбиваются с этого пути, которые заходят в боковые двери и остаются там навечно. Про это, иншаллах, в следующих уроках. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.